Расскажи, как там, как было. Ну, в общем, шел с опозданием на третий урок, шел в школу через главные ворота, ну, ничего не предвещало беды. Иду такой, и впереди вижу мужчина, такой с дряхлой одеждой, он чутка хромает и в быстром темпе идет с женской сумкой. Ну, и посмотрел, ну, сразу заподозрил, типа, подумал, что за... Ну, пошел дальше на 5 метров примерно. Потом услышал крики уже, там девочка кричит, плачет. Ну, я сразу понял, что произошло. И вдруг вижу, он забежал за гаражи уже. Пошел за гаражи, но я за ним. Иду такой, и вдруг за гаражами стоит и в сумке роется. Ну, я сказал ему, типа, стой, что ты там делаешь? Пошел за ним, он меня увидел и начал убегать. Ну, он в такой пьяном состоянии был, далеко не мог убежать. Ну, я его догнал, ударил в затылок, он упал, сумку уронил, ну, забрал, ну и поднял, и девочке сумку вернул, вызвали в скорую, полицию. Когда вы услышали этот поступок сына, как вообще? Я вообще-то не поступок сперва услышал, он звонок утром, говорит, я в полиции, преступление произошло, говорит. У меня сердце ёкнуло, думаю, что случилось-то? Не волнуйся, говорит, я свидетель. Ну, думаю, что-то такое произошло, наверное. А потом тебя вызывают, говорит. Я вообще... Ну и подумали, что школьник, и надо родителей вызывать. Потом по телефону он сразу же говорит, что ему уже 18. И тогда сказали, ну, папа не нужен. Первое, конечно, ну, какая-то гордость за сына. Потому что ну, не каждый, наверное, так мог поступить. Не каждый, конечно. Среагировать так быстро. Ну, помогло, наверное, то, что спортом занимается. Ну, вот это в городском первенстве заняли 3-е место. Должны были 1-е занять, но так получилось, что по баскетболу в прошлом году. А вот эта медаль, ну, у нас проводится эстафета 9 мая. Ну, и там я бежал на 500 метров, ну, и 3-е место заняли тоже вот, по легкой атлетике. А это вот в этом году. Это школьная баскетбольная лига, вот, ШБЛ. Это 2-е место заняли. Золота не хватает. Будет золото. Да.